Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных темах для татар России. Решили, в общем, башкирские этномиссионеры устроить гастроли по татарским районам северо-запада Башкортостана, чтобы рассказать местным татарам об их истинной национальности. Ну, мы знаем какой. И вот в конце февраля команда этномиссионеров из Всемирного Курултая Башкир собралась в Буздяке конференцию проводить. Или, как они сами себя называют, Йен рода Канглы. Как сообщают местные районные СМИ, выступали Салават Хамидуллин, Юлдаш Юсупов, Искандер Саидбаталов. Там еще этот этноренегат и певец Альберт Исмаил засветился. Заодно там какой-то гимн рода приняли, нарисованный герб рода, совет рода. В общем, серьезно так заморочились. Этномиссионеров из Уфы встречали, конечно, по всем канонам гостеприимства, которое было согласовано с руководством Буздякского района. Представьте, идет встреча делегации в Буздякском дворце культуры. И вот перед ними и мастер-класс по изготовлению народной одежды, и ковроткачество, и декоративные пироги, детские рисунки, и коллектив отделения реабилитации детей и подростков с ОВЗ, то есть с ограниченными возможностями здоровья. Перед гостями выкладывают свои собранные травы, поделки, рисунки и так далее. Зачем? На мероприятии, посвященном только культуре, истории и быту якобы башкир северо-запада республики, приплетать еще детей с ОВЗ. Мы внимательно просмотрели соцсети участников съезда. Все, конечно, наделали совместных фоточек. Но абсолютно никто не обратил внимания на проблему реабилитации детей с ОВЗ. Ну, может, в этом и нет ничего такого. Тогда зачем буздякские власти использовали детей с проблемами здоровья на таком мероприятии? Цинично для численности и дополнительной декоративности мероприятия. Наше внимание привлекли детские поделки. Мы же прекрасно знаем, что уста младенца глаголят истину, и дети не умеют врать. Обратите внимание, как современные дети северо-западных районов Башкортостана представляют себе быт и культуру башкир. Одни юрты, только юрты, и ничего больше, кроме юрт. А теперь давайте подумаем. Раз башкирские этномиссионеры утверждают, что в северо-западных районах Башкирии есть и какие-то там еще другие натуральные башкиры, то зачем им строить на своей территории юрты? Ведь на их землях в обилии леса, деревья. В общем, глазами детей Буздякского района мы видим истинные мотивы этномиссионеров, а именно насадить местному татарскому населению башкирскую идентичность. А что думают сами жители Буздякского района про приезд к ним этномиссионерской делегации Всемирного Курултая Башкир? Да особо ничего. Мы изучили сообщество жителей Буздякского района ВКонтакте. Может, хоть какая-то информация попала в уютное для жителей района сообщество в соцсети? Да нет, такие сообщества, как Буздяк онлайн и два сообщества, которые просто называются Буздяк, проигнорировали мероприятие. Ой, а сколько пафоса организаторы создавали вокруг своего Йена. Видите ли, к ним пожаловали делегации с Дюртюлинского, Кушнаренковского, Мишкинского, Туймазинского, Бирского районов. Тут другое смешно. Оказывается, после этого самого Йена была принята резолюция рода Канглы. Там, среди прочего, был такой пункт, как просьба к правительству Башкортостана принять специальную программу развития северо-западных башкир. Какая интересная смелость рода Канглы говорить от имени всех башкир северо-запада республики. А с татарами этих районов что делать? Татарстан должен развивать их территории. А еще род Канглы обозначил инициативу разработать и издать методические пособия по изучению на северо-западном диалекте башкирского языка и принять меры по его преподаванию в школах северо-западных районов республики. Извините, но это выглядит как инициатива очень узкой прослойки каких-то личностей, связанных с администрацией районов. Мы знаем, что певец ртом и гитары Альберт Исмаил представлен к делегации этномиссионеров, чтобы своей забойной песенкой «Без башкортлар» программировать в людях башкирскую идентичность. Мы вот подумали, если Альберт Исмаил очень крутой певец, и ему дали спеть на Йене Буздяке, а фотография, как он держит гитару, есть,
Он же должен был как-то вдохновить людей. Он же должен был во время своего электрогитарного сеанса наплодить башкир. Увы, но нет. Никто видео во время выступления Альберта не заснял, в соцсетях не выложил, хотя бы в сообществе буздяксов ВКонтакте. Там предпочитают слушать песни татарского певца Анвара Нургалиева, певицу Зиверт, а вот песня татарской бабушки куда сильнее трогает обитателей сообщества буздякцев ВКонтакте. Tağım kille küresin Bilemin ne bilemin Bilemin de tüzemin. Это видео за считанные дни стало даже популярнее, чем Анвар Нургалиев и та же Зиверт. Ну а певцу Альберту Исмаилу только мечтать остается о такой востребованности среди жителей Буздякского района. Между прочим, по информации из Википедии, подкрепленной официальной статистикой Башкортостана, по данным переписи 2010 года, в районе Буздякском проживает 60% татар и 30% башкир. Критический комментарий по прошедшему Еину племени Канглы обозначил и оставил уроженец Буздяка Ильдус Дистанов. Под постом в соцсетях главы администрации Буздякского района Азата Арсланова Дистанов написал: «Съезд – это глупость, что популяризация башкирских племен и подобные мероприятия возвращают людей к первобытно-общинному строю, возрождением родоплеменных отношений». Сложно не разделять мнение Ильдуса Дистанова. 28 февраля в Астрахани прошла международная научная конференция «Первые умеровские чтения. Актуальность наследия Умерова в современном мире». Увы, но имя одного из ярчайших учеников татарского просветителя Шагабуддина Марджани, то есть Абдурахмана Умерова, вновь стало предметом спора в татаро-ногайской дискуссии. Правда, тон конкретно этому событию, а именно этой конференции, ногайские активисты придали некрасивый вид. Нечестно получилось. Итак, организатором конференции выступило представительство Духовного управления мусульман азиатской части России в регионах Нижнего Поволжья. Персональную ответственность за мероприятие несет представитель Думачер Ильдар Даиров. Сейчас Даиров себя считает нагайцем. Везде в СМИ об этом рассказывает. Это, конечно, его личное дело. Хотя еще в 2018 году Ильдар Даиров себя позиционировал как татарский имам. Например, у него в 2018 году случился конфликт с Духовным управлением мусульман Астраханской области. Конфликт с областным муфтием. Порталу Татполит Ильдар Даиров очень дотошно рассказывал, что получил религиозное образование в Казани, в медресе имени тысячелетия принятия ислама в Закабанной мечети при Исхаке Хазрате Лутфулине. Из Казани в Астрахань Даиров вернулся с очень большим багажом знаний и с установкой, что будет заниматься популяризацией трудов великих татарских богословов и ученых, в частности трудов Ризаэддина Фахретдина. Да-да, в своем комментарии Татполиту Даиров называет именно так татарские просветители и называет Фахретдина именно татарским богословом. Потом в своем интервью Ильдар Даиров рассказывает, как не поладил с муфтием Рауфом Хазратом Джантаевым. Избранием Джантаева муфтием были недовольны астраханские татары. Но Даиров занял позицию, что татары должны примириться, что казах муфтий тоже сойдет, что он тоже неплох. В общем, по словам Даирова, ему удалось угомонить татар Астрахани. Ну а теперь он нагай, причем активный нагай. Мы ознакомились со списком участников конференции. Там одни нагайцы и два русских – Виктор Викторин и Андрей Сызранов. Из зарубежных спикеров – студент Алим Максутов, который сейчас в Турции сидит, но через интернет умудряется этномиссионерствовать. Ну и в чем же была международность конференции? Зачем такой пафос-то нагонять?
Представителей научного сообщества из Казани не было. Видимо, Даиров совсем окончательно решил порвать свои связи с татарами и с Татарстаном. А как же один из главных исследователей биографии Умерова Сулейман Рахимов? Вот, например, астраханская татарка Энже Ханум в соцсетях жалуется, что инициатива-то, оказывается, о проведении умеровских чтений была поднята в музее астраханских татар. Предложение было согласовано с председателем комитета по науке и образованию Астрахани Ильмирой Уталиевой. Но, по словам Энже Ханум, татарское научное сообщество, в том числе и религиозное сообщество Астрахани, не было проинформировано Даировым о мероприятии. Татар Астрахани просто проигнорировали. То есть, еще раз, на конференцию своих астраханских татар не позвали, юртовских татар и просто татар Татарстана не позвали. Но зато позвали студента Алима Махсутова, который в Турции сидит и книжки какие-то там почитывает. Даже пригласили докладчика из Башкортостана Ахата Салихова, чтобы он рассказал об Умерове и арабографических источниках по Башкортостану. То есть мы резюмируем: татарский фактор, вклад Умерова в культуру и традицию татарского народа, связь Умерова с татарским миром, его связь с духовным учителем Шигабуддином Марджани, да даже связь Умерова с татарами Астрахани была самым мерзким образом вычеркнута ногайскими этномиссионерами этим мероприятием. Заметим, это не мы, татары, как-либо отгородились от ногайских активистов. Это ногайские активисты без лишней шумихи втихую провели уютный и приятный для себя междусобойчик. Хотим обратиться к шефу Ильдара Даирова, к Нафигуле Хазрату Аширову. Мы видим, что вы внимательно наблюдаете за всеми этими татаро-ногайскими, татаро-башкирскими, татаро-сибирскими спорами в соцсетях. Я лично вас прекрасно понимаю. Вам тяжело смотреть, как братские тюркские народы жестко и эмоционально выясняют между собой отношения. С одной стороны, хорошо, что духовное управление мусульман дистанцировалось от наших разборок. Например, муфти Татарстана Камиль Самигуллин дружен и поддерживает теплые отношения с муфтием Башкортостана Айнуром Бергалиным. Вы, Нафигулла Хазрат, тоже достойно держите дистанцию. Перепись населения пройдет, и я уверен, наших рассорившихся национальных активистов примирять будут именно духовные управления мусульман, которые возвысились над этими нашими спорами. В то же время, Нафигулла Хазрат, вы тоже видите, совсем уже какие-то крайние активности в соцсетях. Например, вы очень красноречиво высказались по поводу одной публикации в Фейсбуке, что татарский язык якобы отличается от сибирско-татарского как иностранный язык. Нафигулла Хазрат, не дайте засосать и ваш муфтият, Духовное управление мусульман азиатской части России, в нашей татаро-ногайские разборки. Или хотя бы дайте и татарской стране тоже право высказаться по наследию достойного ученика Шигабуддина Марджани и мусульманского просветителя Абдурахмана Умерова. Нехорошо ведь получилось, согласитесь. В первой части нашего выпуска мы вам сказали, что на съезде племени Канглы, Буздяки, в резолюции была обозначена хотелка башкирских этномиссионеров, а именно разработать и издать методические пособия по изучению на северо-западном диалекте башкирского языка и принять меры по преподаванию в школах северо-западных районов республики. Оказывается, не все чиновники Башкортостана разделяют эти самые хотелки этномиссионеров. Мы нашли очень интересную дискуссию, которая была между представителем Министерства образования Башкортостана, а именно начальником отдела национального образования Розалией Софиуллиной, и группой башкирских этномиссионеров. Дискуссия между ними состоялась еще 2 декабря 2017 года. Начнем с того, какие этнолингвистические аппетиты на татарскую идентичность заявляет этномиссионер Искандер Саидбаталов. Нужно очень широкое и очень четкое понимание, что мы называем башкирским языком, потому что сейчас по многим причинам, по причинам исторического характера, отчасти политического характера,
Башкирский язык территориально и функционально ограничен только двумя своими диалектами, только тем, что находится к югу и к востоку от Уфы. Тех, кто говорит на северо-западном диалекте башкирского языка, все еще принято не считать башкирами. Скажите, пожалуйста, есть кто-нибудь из Балтачева здесь? Из Янаула, из Нефтекамска, из Бирска, из Буздяка, из Туймазов? Ну, вот, собственно, очень яркая иллюстрация. И вот Юлдаш Юсупов задает вопрос Розалии Сафиуллиной. А нельзя ли сделать учебники по северо-западному диалекту башкирского языка? Возможно ли, вот я излагал и свои тезисы, это в соцсетях и так далее, о том, чтобы ввести в систему изучения родного языка, мы все прекрасно поняли здесь то, что различается государственный, есть родной башкирский язык. И возможно ли в рамках родного языка предусмотреть обучение на северо-западном диалекте и этим самым расширить поле действия башкирского языка? Но в вашем выступлении я сразу вот то, что обратила внимание, вы говорите обучение или изучение все-таки? Обучение. Обучение предполагает другие предметы на этом языке. Вот если по закону подходить. А у вас речь идет, насколько я понимаю, о диалекте, так ведь? Есть определенные требования. Я тут, конечно, окончательно сейчас вердикт или что-то не могу сказать, потому что, во-первых, не могу сказать, что знаю, о чем полностью идет речь. Но, насколько понимаю, это один из диалектов башкирского языка, местно, скажем так, с учетом вашей местности, да, северо-запада, и вы хотите на этом языке обучаться и изучать его в рамках родного. Но и есть ведь литературный башкирский язык, мы от этого не можем уйти. Вот я и спрашиваю вопрос, возможно ли предусмотреть в рамках родного языка новый стандарт? Родной башкирский язык, но тут, как методист, и свой, скажем так, бывший методист, только могу сказать, когда учителя разрабатывают, в том числе и родные языки, разрабатывают свои рабочие программы, то есть они пишут программу вот, по предмету, который они ведут, да, даже федеральный стандарт предполагает в каждом классе в разном соотношении учет местных, индивидуальных или национальных иных особенностей. Вот в рамках этого соотношения вы это можете учитывать, но не полностью. То есть в начальном блоке это 20% содержания учебного предмета, в средних классах 30%, в старших классах 40%. Вот в рамках этого, пожалуйста, да, региональный компонент, местные особенности. Но полностью на этом языке у нас есть требования все-таки литературного государственного башкирского языка. Вот, как уже Искандер сказал, мы сегодня речь вообще, давайте глобально посмотрим. Речь ведем, чтобы сохранить башкирский язык как язык обучения. Так ведь? А если будем подходить еще к диалектам? Ну что же, вы сами увидели, что даже вопрос об учебниках и методичках Юлдаш Юсупов задал безграмотно. Запутал все в северо-западном диалекте башкирского языка как языка обучения и как языка, на котором ведется преподавание. Ну а жесткие и однозначные заявления Розалии Сафиуллиной понять можно. Действительно, эти башкирские этномиссионеры уничтожают ведь татарский язык среди жителей северо-запада Башкортостана, наносят удар по позициям башкирского литературного языка. И в результате мы увидим очень удобных, комфортных, русскоязычных татар и башкир, которым не нужны учебники ни на башкирском, ни на татарском языках.